Лесная быль, олень, дары природы – все это название московских специализированных магазинов потребительской кооперации. Здесь большой выбор свежих овощей и фруктов, солений и маринадов, а также разнообразной дикорастущей продукции – ягод, грибов, орехов и других даров природы. Потребительская кооперация – мощный сектор народного хозяйства нашей страны. В советский период кооперация выполняла различные государственные программы – продовольственную, жилищно-строительную, по возрождению российской деревни и многие другие. Кооператоры и частники помогали промышленности, занимались производством тех товаров и услуг, до которых у государства не доходили руки, не хватало сил и времени. 10 апреля 2018 года был принят декрет о потребительских кооперативных организациях. В Советском Союзе предпринимательство в форме производственных и промысловых артелей всемерно поддерживалось. 29 сентября 1935 года было принято постановление ЦК ВКПБ и Совнаркома о работе потребительской кооперации в деревне. Так начали создаваться сбытовые кооперативы, товарищества по переработке сельскохозяйственных продуктов. Теперь на поля даже бывших бедняков стали приходить машины. Благодаря машинным и другим товариществам появлялась возможность обработать большее количество земли, собрать больший урожай. В начале 1941 года Совет народных комиссаров специальным постановлением оградил артели от излишнего вмешательства, на 2 года освободив предприятия от всех налогов и госконтроля над ценами, с единственным условием, чтобы розничные цены не превышали государственные на 10-13%. Благодаря кооперации крестьяне теперь могли тратить больше средств на покупку нужных товаров. Многие приобретали скот, ремонтировали, обновляли свои дома. Трудовое крестьянство стало жить лучше. В годы Великой Отечественной войны потребительская кооперация внесла весомый вклад в победу над фашизмом. Пайщики готовили посылки с продуктами и одеждой, перечисляли деньги на строительство военной техники. Некоторые артели производили даже оружие и боеприпасы. Москва. Третий всесоюзный съезд потребительской кооперации. Здесь представители 32 миллионов пайщиков в сельских кооперативах. 28 тысяч потребительских обществ объединяет Центральный союз потребительских обществ «Центросоюз». В 1958 году потребительская кооперация награждена орденом Ленина за участие в социалистическом строительстве. Здравствуйте, Зоя Владимировна. Здравствуйте. Выходной у меня по кухне. Вот сходил, корову приобрела. Нагрузочка! Тихо помалу! Давайте. Как ее? По паспорту. Манька. Редкое имя. Артели давали своим членам суды на покупку скота, строительство жилья, приобретение инвентаря и оборудования и гарантировали сбыт. Северная тундра. После удачной охоты эвенки-охотники сдают свою добычу на заготовительный пункт потребкооперации. В рамках частного сектора действовала своя негосударственная пенсионная система. Свой заслуженный отдых многие из них проводят в санаториях и домах отдыха Центросоюза. Дом отдыха в Джубле на Черноморском побережье. В предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальные лаборатории и даже 2 научно-исследовательских института. 187 учебных заведений имеет Центросоюз. Торгово-кооперативные школы, техникумы, институты, курсы. Здесь готовят специалистов по хлебным изделиям. В аудиториях техникумов завтрашние продавцы и заведующие магазинами. Их учат торговать, внимательно и культурно обслуживать покупателей. В середине 80-х потребкооперация получила возможность вести торговлю в городах. Труженики потребительской кооперации, колхозов и совхозов съезжались в Москву, чтобы принять участие во всесоюзной ярмарке 86. 26 рынков, сотни торговых точек по всей Москве были предоставлены в распоряжение потребительской кооперации. К 1991 году на долю потребительской кооперации приходилось почти 30% общего объема розничного товарооборота страны, а на селе так и все 80%. Она насчитывала почти 400 тысяч розничных торговых предприятий и более 100 тысяч предприятий общественного питания, на которых трудилось 3,5 миллиона работников. Число пайщиков при этом составляло 25 миллионов человек. Вот такие бренды советской эпохи.